Мы с вами уже знакомились с первой реакцией зетников на то, что произошло на российских аэродромах, где были уничтожены стратегические бомбардировщики, а именно часть ядерной триады России. Но что произошло дальше с российским информпространством, где все от мала до велика, от Соловьева до последней какой-то мошки начали дискредитировать российскую армию? Серьезно, каждому из них можно раздать по статье, ну, по крайней мере, сравнимой с моей. Ну, наверное, не на такой срок, все-таки они не так опасны для России, как я, но тем не менее, истерика колоссальная. Они просто воют и обвиняют во всем, в чем можно. Нет, не поверите, не Украину, а Россию. В слабости, в неумении воевать, в невозможности дать ответку и вообще в прогнившей системе. Это все не слова каких-то либералов. Это не слова там команды Навального или мои. Это слова российских зетников, официальных пропагандистов телеканала «Царьград» и много кого еще. И с ними я вас сегодня ознакомлю. Берите попкорн, усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. На телеканале «Царьград» выступили против того, что в России, не поверите, замалчивают удары по российским аэродромам. Настоящая фронта по нынешним временам. Хотя «Царьград» во многом пользуется тем, что его никто не смотрит, будем это с вами исправлять. Буквально их журналисты говорят, что нынешняя журналистика в России – это позор. В России очень сильно девальвировали понятие журналистика. В России изничтожили фактически СМИ, которые информируют. Вот вы знаете, я обратил внимание, сегодня так называемые большие телевизионные федеральные каналы, ни один из них не сообщил о беспрецедентной атаке на аэродромы, на военные аэродромы России. Вот у меня возникает вопрос, даже не к тем, кто работает там в кадре, редакторами, как они там себя, журналистами. Я понимаю, что они пропагандисты на зарплате. Однако какая-то же честь должна быть, уважение к профессии должно быть. Типа информационные каналы, круглосуточные, которые пяткой в грудь себя ладно бьют, так они на наши с вами деньги существуют. Миллиарды на них расходуются. Они вообще для чего? Я пощелкал каналы специально. Там развлекуха. Развлекуха и то, что было связано с событиями на железной дороге. Я, вы знаете, серьезным образом озадачен. То есть, вот реально так думают, если молчать, то в век, 21 век, когда информационные технологии позволяют, собственно, вообще этот ящик не смотреть, вот так себя вести, но при этом миллиарды, десятки миллиардов на себя тратить, это нормально? Это кому надо вообще? Вот это имитация бурной деятельности. Вот, по всей видимости, имитация бурной деятельности привела к тому, что произошло сегодня с авиабазой. В этом же эфире, вообще эфир 1,5 часа, я бы его целиком поставил, жаль, что никто не смотрит, он на Рутубе. В этом же эфире Олег Царев рассказывает об ужасных итогах. Проблема не стоимости самолетов, говорит он, а что их неоткуда взять. Но вопрос же даже не только в стоимости. Его за деньги не купишь. Их невозможно... а у кого? У Китая покупать? А продаст ли он нам? Мы просто не в состоянии производить эти самолеты. Их надо было так беречь. В этом же эфире прокомментировал случившееся и ныне депутат Госдумы, владеющий квартирой в Дубае Александр Бородай. Да как подобное стало возможным? У противника есть большие технические возможности. Он с нами воюет на все 100%. Воюет с помощью террора, диверсий, ударов самого различного доступного им вооружения. Вот они демонстрируют, что они боеспособны. Что, конечно, очень важно в канун очередного сеанса очередных переговоров. Демонстрируют достаточно ярко, наглядно, и, я так понимаю, в общем, нанося нам достаточно существенный ущерб, к сожалению. Никто ничего другого-то не ожидал. Я не понимаю, вот от людей, которые в теме, мы все ожидали этого в любой момент. Ожидали ударов по аэродромам стратегического авиации ядерного сдерживания? Я правильно понимаю? Ну а кто им мешает это делать? А почему, если ожидали, то почему не предприняты были меры? Или предприняты были меры? Почему эта операция стала возможной и успешной? Ну хорошо, возможно она, но почему она стала успешной? Вот это вопрос, как бы то, что называется, не ко мне, потому что я не специалист по противовоздушной обороне. Противовоздушная оборона у нас давно вроде бы работает, и давно вроде бы обновляется. И давно вроде бы в ней совершены всякие технические новшества, которые должны позволить по отчетам работать суперэффективно. А потом выясняется, видите, что на практике
Противник все-таки нас превосходит. Слышите, что говорит? Противник нас превосходит. Это где это слыхано? Это где это видано? От депутата Госдумы такое слышать. Не остался в стороне и главный военный алкаш после Медведева, депутат Гурулев. Нашел, не поверите, системные проблемы в Генштабе России. Ведь стратегическая авиация – это часть нашей ядерной триады. То есть били-то не просто по самолету, а били именно по самолету носителя специального спецбоеприпаса. А точнее ракеты Х-55, которых 16 штук грузится, Ту-95, и он пошел. И пол-Америки может спокойно снести один самолет. Вот в чем дело-то. Теперь, внимание, вопрос. Кто головой отвечает за ядерную триаду? Вот кто? Правильно, значит, Генеральный штаб. Генеральный штаб отвечает за ядерную триаду, наверное. Вы знаете, самое что страшное, мне вот очень бы хотелось, чтобы это не прошло мимо, чтобы за это понесли ответственность. Не стрелочник, как там, типа командира авиабазы, который там плохо типа охранял себя. Это же проблема-то системная получилась. И мало того, там не просто кого-то с должности снять, а за это надо ответить по уголовному кодексу за нанесение сумасшедшего ущерба нашей стране. Ну, все участники эфира, конечно, наговорили себе на статье. Пожелаем удачи силовикам в поимке этих преступников. Ну а если российские органы не захотят, то на помощь всегда может прийти самокат или фура с дронами. Выступил и Соловьев. У него, конечно, специфический набор возмущений. Он там и меня предлагал расстрелять. Но, боюсь, Владимир Рудольфович, руки у вас короткие. Кто кого расстреляет, еще большой вопрос. Хотя я об вас мараться не буду. Честное решение справедливого суда вас ждет когда-нибудь в будущем, хотя я уверен, что на этом суде вы будете визжать и стонать, что на самом деле вы подавали знаки, что на самом деле вы всю жизнь были против Путина. Вряд ли это вам поможет. Однако и к российской системе безопасности у пропагандиста нашлись свои претензии. Люди, перевозящие в фурах, не задали вопрос, что там? ДПСы останавливающие не посмотрели, не проверили? В 2 ряда, в 3 ряда, какая разница? Опытный глаз всегда видит несоответствие внутреннего устройства контейнеру привычному. Необходимо пройти все шаги, и я уверен, что компетентные органы сейчас этим занимаются. Но что за расслабленность в другой части нашего общества? Ничто не вызвало подозрения? Что закрыло, безразличие или деньги? Как получилось то, что еще не так давно Росгвардия останавливала в Подмосковье аналогичные фуры, и это не послужило звоночком? Ведь уже задерживались такого рода устройства. Отрабатывались, иначе ущерб был бы еще более страшным. Но как это возможно? Это значит, что телефоны доверия должны быть всюду. Это значит, что люди должны чувствовать свою ответственность. Они должны знать, кто у них соседи, что происходит в соседнем ангаре. Кому ты сдал, как ты сдал, что ты проверил. Доложил ли ты своему участковому? Есть ли участковый? Знаешь ли ты, что ты должен делать в этой обстановке? Идет 4-й год войны. Граждане, будьте бдительны. Нет такой точки в нашей стране, куда не может дотянуться враг. А я расскажу вам, Владимир Рудольфович, дело в том, что силовики России и ФСБшники России очень заняты. Они ловят подростков. Они сами инициируют типа теракты и диверсии. Они сами вербуют типа людей в РДК, провоцируя на преступления с точки зрения российского законодательства, чтобы потом получить погоны и побольше звезд. Вот этим они заняты, у них много дел. Им надо искать украинский след в теракты в Крокусе, которого там нет и в помине, и быть не могло. Очень много задач, поэтому некогда защищать страну от фур с дронами, которые делают бр-бр-бр-бр-бр-бр. Наверное, так они звучат, не знаю, когда летят, и уничтожают дорогущие самолеты. Есть вопросы у любителя расстрелов и к устройству аэродромов, которые он задает. А кто отвечает за безопасность аэродромов? У них есть должность, фамилия, имя, отчество. А вот аэродромы, стратегическая авиация. Ну, такой бестактный вопрос. Военные объекты. А что, нельзя было тупо поставить воздушное наблюдение? Посадить мужиков на пикапчики, на которых вот тихо, спокойно ребята ездят, а у них там стоят из парочки, и у кого на что фантазии хватает.
Иногда просто там 6 калашей сажают. Разные пулеметики. Я же не говорю там про зушки. Мужички с дробовиками. Это же были простые FPV. Это же далеко от линии фронта, поэтому голову можно не включать. Нет, теперь мы все поймем. Ну, а кто мог подумать? Ты, сволочь, должен был подумать, которому Родина доверила защищать наследие. Ядерный щит страны. Ты должен был считать так, как будто это находится прямо на передовой. За это тебе платят заклад, премию. За это ты получаешь звезды. Растешь в званиях. У тебя единственная задача — сделать все возможное, чтобы страна могла спать спокойно, зная, что ядерный щит Родины всегда остановит агрессора. Расхлябанность? Выводы надо делать. Но это тоже вполне себе тянет на статью о дискредитации армии. А почему, кстати, Соловьев не выясняет все эти фамилии, о которых говорит? Страшно? То-то же. Но там истерика у него на весь эфир была, замучаемся смотреть, хотя, согласитесь, приятно. Но давайте теперь к текстовой израде, а ее тоже немало. Вообще, чтобы вы понимали, у меня 60 страниц этого добра, не считая 20, которые я насобирал в первый день. Ну, точнее, волонтеры, которые помогают мне собирать, большое им за это спасибо. Но выделим самые интересные. Андрей Медведев пишет: если думать, что враг глуп, то результат предсказуем. Если верить приятному уху публикациям в западной прессе о том, что Украина проиграла России гонку дронов, результат предсказуем. Если делать ставку на сладкоречивые рассуждения экспертов о том, что враг не обладает достаточными компетенциями, чтобы создать дальнобойные дроны, результат предсказуем. Если верить не менее сладкоречивым рассуждениям и докладам, что враг сломлен, что бывшая Украина не может воевать далее, то получается так, как получается. Если кому-то непонятно, как вообще развивается сфера дроностроения, но при этом человек принимает какие-то решения, то результат предсказуем. Если некому ответственному лицу непонятно, что не всегда нужен дальнобойный дрон, а можно использовать FPV и фуру в качестве носителя ретранслятора, то надо продолжать. Тот, кто сосредоточил много самолетов на одном аэродроме, вероятно, полагал, что тут далеко они не дотянутся, а следовательно, не понимал опасности атаки дронами. Если же думать, что старые покрышки как-то защищают самолет, то это, прямо сказать, вообще свидетельство того, что школьная программа по химии прошла мимо. От покрышек только повышается температура горения, пишет Медведев. Знаете, что меня всегда удивляет в этих рассказах зетников? А чё вы не пишете это до того, как все произошло? Ну правда. Вы что, первый раз в жизни услышали, что покрышками самолеты накрывают? Еще с 23-го года мы видели, правда, раньше их накрывали в 3 ряда, а теперь в 1. Или вы не знали о том, что стратегические бомбардировщики хранятся на этих аэродромах? Так их видно со спутников, просто вы можете с Google Maps посмотреть. Вообще нет с этим никакой проблемы. Но что-то вы никого не костерили, что-то вы об этом не писали. Почему? Страшно было? Удивительно, но слова, кстати, Андрея Медведева одинаково применимы как к каким-нибудь речам Путина, так и к постам каких-нибудь Арестовичей Латыниных. Вот уж действительно у жизни непредсказуемые повороты, но приводят к закономерному результату. В любом случае, чтобы не полагаться на источники, о которых говорит Андрей Медведев, а это практически вся Z-среда и многие западные издания, которые постоянно описывают реальность не такой, какая она является на самом деле, рекомендую смотреть этот канал. Натурально, уже многие зетники это делают, потому что хотят хоть откуда-то получать правдивую информацию, и многие незетники, конечно, в подавляющем большинстве незетники смотрят этот канал. Вы можете поддержать его лайком, комментарием и подпиской. Все эти действия помогают продвинуть это видео. Особенно ваши подписки. Для алгоритмов YouTube это важнейший показатель, так что нажимайте на кнопочку подписаться. Другого места, где настолько подробно и объективно рассказывают о том, что происходит, просто нет. Поэтому вы также можете поддержать канал финансово. Сделать это можно на Патреоне, ссылка на который в описании. А также можно купить NVPN. Это средство для обхода блокировок, для того, чтобы вы, конечно, не были заперты как раз со всеми этими Z-животными в одном информационном пространстве, чтобы у вас был доступ к YouTube, Твиттеру, Инстаграму, к заблокированным медиа. Все это станет вам доступно с NVPN. NVPN — средство обхода блокировок. И мы преодолеваем блокировки Роскомнадзора уже почти год. Скоро год нам исполнится. Мы успешно это делаем. Купить можно по ссылкам в описании, как я уже сказал, с рублевых карт, с иностранных карт. И можно купить криптовалютой. Там, где можно купить с рублевых карт, это через криптовалюту ТОН, телеграммовскую. Многие просили добавить криптовалюты. Все, теперь это и есть. Покупайте NVPN. Это легально. В России
не запрещено покупать и использовать VPN. Ну а мы с вами продолжаем. Много рассуждений в Z-среде о невероятной российской ответке, которая неминуемо последует. Но уже упомянутый сегодня перебежчик Царев напоминает, что такого понятия вообще не существует. Вот что он пишет. Почему-то многие считают, что сейчас мы обязательно ответим мощным ударом, ведь нашей стратегической авиации нанесен серьезный урон. Мол, это наш русский Перл-Харбор. И последует такая же жесткая реакция, как когда-то после той атаки. Но я так не думаю, пишет Царев. Нашему Черноморскому флоту уже нанесли колоссальный урон. Хуже некуда. И что? Разве мы тогда жахнули? Задается он вопросом. Это хорошо понимают и в другом Z-канале «Одесские катакомбы», где пишут: молодцы украинцы, очень изящное решение. Правда, оно организационно возможно только при полном бардаке принимающей стороны. А в данном случае принимает РФ. Машка, спляши калинку, Димон, изобрази что-нибудь грозное, Песок, выдай что-нибудь невнятное, но успокоительное. Собственно, так все обозначенные персонажи и сделали. Но некоторые продолжают надеяться и возмущаться тем, что нет никакой ответки, как, например, Z-канал «Шекспир». Украинцы практически официально признают, что это они ударили по нашим ядерным силам, возмущается он. Еще раз, что дальше, блядь? Ядерную доктрину вы сами для кого принимали? Юристы херовы? Задается он вопрос. Ну, ответ на этот вопрос очень прост. Россия делает все, что может. И мы уже с вами обсуждали это в сегодняшней утренней сводке. Кто пропустил, посмотрите. Разочарованный зетник Сергей Русов. Вместо удара орешником называется его пост. К сожалению, в своем предположении не ошибся. Российская делегация во главе с помощником президента РФ Путина Владимиром Мединским вылетела в Стамбул и готова была начать переговоры с украинскими фашистами утром 2 июня. Сегодня Запад и Украина лишний раз убедились, что им позволено делать с Россией все, что угодно, абсолютно все, включая удары по ее ядерной триаде. Ответки не будет. Бывали хуже времена, но не было подлей, пишет он. Я согласен, что но не было подлей, правда, вряд ли мы с ним одинаково понимаем, с чьей стороны подлость. Подлет пишет: кстати, а почему всем нашим телеграм-патриотам, включая дорогого Александра, до сих пор не пришла в голову довольно простая логическая мысль? Возможно, наши спецуры не ликвидируют руководство Украины, включая их ГУРы и прочие СБУ, не потому что не хочет, а потому что не может. Понимаю, мысль довольно неприятная и крайне досадная, но, судя по последним событиям, вполне правдоподобная. Увы, заключает Z-канал. Z-военблогер Роман Сапаньков разбирает, кто же виноват. А вы, кстати, заметили, пишет он, что как только начинают появляться абсолютно неадекватные идеи про постановку в стойло блогеров, журналистов, волонтеров, сразу прилетает до кровавых соплей. Что это значит? Что безумная государственная машина тратит время и ресурсы не на победу в войне, а на создание гнилого фасада благополучия. И все эти клоуны с экранов массово этот фасад натягивают, и ресурсы тратятся на борьбу с людьми, которые в этом могут помешать. В результате, как только противник берет оперативную паузу по своей инициативе, выбирая, когда ее взять и насколько, государственная вертикаль тратит это время на войну со своими же, а не на подготовку к войне с настоящим противником. Создается впечатление, что задачи победить нет. Есть задача затоптать несогласных и сделать вид, что все хорошо, ну и освоить бюджет. Результат на этом видео, пишет он. Традиционный пассажир нашего поезда Z-Нытья Роман Алехин костерит всю российскую систему от спецслужб до телеграм-каналов. Украина показала, что власти страны максимально подготовились к войне любой интенсивности и длительности, и уже СБУ, наша ФСБ, а не только военная ГУР, самостоятельно проводят специальные диверсионные операции глубоко внутри России. Причина их успеха в том же, что и раньше. Крайняя нехватка сотрудников в структурах, которые имеют отношение к безопасности внутри страны, а также перегрузка этих сотрудников бумажной работой, а возможно и деградация специальных ведомств из-за низкой зарплаты, сопровождающейся валом глупой бумажной работы и ненормированным рабочим днем, потому что так надо начальству, а не потому что это нужно для результата. Вторая причина – распилы в Минобороны в предыдущие годы, а также медлительность в настоящие, что привело к тому, что стратегические ракетоносцы, которые уже не производятся в России, по сути являются памятниками производственной культуры более развитой цивилизации, предков, а значит их невозможно восстановить, стояли не в защищенных ангарах, а под открытым небом, защищенные только покрышками. До сих пор не понимаю решение, пишет он. Третья причина – недооценка противника и слабая разведка. Понятно было, что военно-политический режим Зеленского приведет ярчайшую провокацию ко 2 июня, второму дню переговоров. Мы-то делаем так же, но не были усилены меры безопасности, не проводилась ротация и передислокация, чтобы осложнить реализацию планов противника. Четвертая причина – раздолбайство. Через 3,5 года войны у нас не все эстакады и мосты под охраной даже на стратегических направлениях и даже в регионах, в которых официально объявлен режим КТО. Противник работает умно, убирает свидетелей, как убрал водителя грузовика, из которой производился запуск FPV по территории России. У него много связей, мастерских и схронов. Это, кстати, про водителя была замануха, но неважно. Почти уверен, что ни один из исполнителей диверсии не проходил через Шереметьево. Думаю, что во время Курского вторжения, особенно в первые дни, диверсантов прошло очень большое количество, и, возможно, как раз кто-то из них и осуществил сегодняшние диверсии. Официальная информационка опять ушла в ступор, а люди первое время получали информацию с украинских ресурсов, потому что и российские независимые каналы, даже получив информацию,
информацию, боялись ее распространять. Этим наша изуродованная информационная система еще добавила подписчиков ресурсам врага, где благодаря этому с нашими гражданами будут проводить психологическую работу специалисты ЦИПСО. Работаем же. Работаем, братья, что называется. В общем, Роман Алехин недоволен вообще всем. Плачет и горькими слезами любимица публики Анастасия Кашеварова. «Я когда смотрела видео, как горят наши самолеты, у меня внутри все горело», пишет она, задыхалась от обиды. «Люди все это создавали, строили, а тут даже сохранить не можем, не то что приумножить. Когда этот позор и бездействие закончатся? Оторванность от реалий вышестоящих приводит к катастрофе, непонимание системности и глобальности проблем, наплевательское отношение к своим служебным обязанностям, битье по рукам активным и патриотичным, все это играет на руку врагу», пишет Анастасия Кашеварова. Рядовой Губеров, который в последнее время довольно радикален к российской власти, пишет следующее. А самое главное, что 80% граждан РФ даже не понимают, что происходит. Точнее, многие понимают, но им до этого нет дела. Реакция этого улыбающегося срочника говорит ровно об этом. У него нет и мысли о том, что на его глазах догорают остатки нашей былой мощи, унаследованной от прадедов, и что завтра его отправят в окоп, а потом в мясной штурм. Пропаганда при этом продолжает лить в уши, что мы гоним врага, завтра пойдем на Одессу, тогда как на самом деле путиноиды еще на один шаг приблизились к капитуляции. Интересно, что он говорит путиноиды, причисляет ли он себя к ним, или к кому он тогда себя причисляет. В общем, вопрос хороший. Подлет пишет. Больше всего бомбит с российских говнохранителей, которые по традиции сейчас рассказывают про красивую медиакартинку украинцев, которая ни на что не влияет. То есть серия успешных ударов по стратегической авиации в глубине страны ни на что не влияет? Вот же вы... конечно, но на самом деле красивая медиакартинка — это когда вы, планы, стрелочки на карте в интернете рисуете, а враг провел серию успешных диверсий и терактов на территории России, которые на данный момент остаются безнаказанными. Просто зла не хватает, пишет Подлет. Комиссар исчезает, он же говноед Митя Ольшанский стыдится. Но не за то, что Россия убивает людей в соседней стране. Беспомощность и стыд. Вот оно, простое коллективное чувство сегодняшнего дня, пишет он. Огромная государственная машина, размножившая по стране миллионы чиновников, силовиков и охранников, якобы контролирующих всех и вся, машина, десятилетиями осваивающая миллиардные бюджеты на свои причудливые бюрократические хотелки, машина, плодящая в режиме 24/7 нескончаемые ограничения, запреты, блокировки, штрафы и уголовные статьи для зазевавшегося обывателя, эта государственная система в очередной раз бессильно стоит с открытым ртом и хлопающими ушами, когда ее и всех нас вместе с ней атакуют настоящие преступники-террористы. И единственное, что меня не перестает поражать, это сам безнадежный характер нашей государственности. Русская модель управления, вялость, инерция, постоянный отрицательный отбор, способность беспробудно спать в разгар войны и, напротив, невозможность импровизировать, придумывать, делать что-то новое и нехорошо удивлять противника в его тылу. Неспособность справиться с угрозой, не затратив на это в 100, в 1000 раз больше ресурсов, чем стоило бы. Ужасающий, неповоротливый и тупой динозавр. Машина, упорно отторгающая все, что чуть сложнее, чуть умнее, чуть быстрее, и побеждающая только при колоссальных вложениях, чистым масштабом и с многолетним опозданием, имеющим всегда трагическую цену. О, как хотелось бы вложить этому страшилищу новые мозги, сделать его сообразительнее, ловчее, динамичнее, научить его тратить меньше, получать больше, беречь ресурсы и, главное, беречь людей. Но это невозможно, пишет он. Страшилище так и будет медленно и неуклюже топтать, теряя миллиарды и расходуя жизни, бормотать однажды выученную чиновничью белиберду, хватать разную мелкую сошку, упуская из-под носа настоящих убийц, запрещать нам ковырять в носу и оставлять неприкрытыми военные базы немыслимые ценности, подозрительно смотреть на всяких там шибко умных и продвигать услужливых воров и просто родных человечков. А иногда, наконец, побеждать, но побеждать так, что плакать хочется больше, чем праздновать. Такое у нас отечество. Что с этим делать? Любить его, но иллюзий на его счет не иметь. Пафосно пытается закончить Ольшанский, но переведу на более приземленный язык. Ну, то есть Дмитрий Ольшанский предлагает терпеть. Это вообще главная скрепа зетников. Терпеть, терпеть, терпеть. Построить нормальную страну, которая ни с кем не воюет и вкладывается в свое население, чтобы осуществить научные и экономические прорывы? Нет, спасибо. Митя Ольшанский предпочитает терпеть. Потому что на самом деле Митя Ольшанский сыкло, как и вся эта когорта уродов. Интересные последствия атаки ожидает и Роман Сапаньков. Сегодняшний теракт опасен еще закруткой гаек на гражданской логистике, то есть фурах, складах и так далее. У нас могут начать ломать, принимать законы и т.д., что в военное время приведет к дополнительным перенапряжениям в экономике. Его слова, да богу в уши, будем надеяться, так и будет. И напоследок горько плачет и Монтян. Горькая, но полезная таблетка для памяти, пишет женщина, с которой тоже большой скандал в Z-кругах. Она купила себе тут 2 квартиры, хер пойми с чего, официально нигде не работая, но это как-нибудь... У меня вообще столько накопилось всего, но из-за операции «Паутина» оно все пока лежит в закромах. Посмотрим, может быть, потом вас ознакомлю со всеми. Там и Якименко кефиром облили, и Монтян отменяют Z-военкоры, неважно. Ну и, конечно, пишет она, в контексте удара по базам стратегических бомбардировок
бомбардировщиков, нельзя не упомянуть о таком простом, но стыдном факте, что все стратегические бомбардировщики России — ровесники самой России, за двумя исключениями, о них ниже. Производство Ту-95МС и Ту-160 прекратили в 1992 году, Ту-22М3 в 1993, и четверть века после этого стратегические бомбардировщики Россия не строила. Вообще. Правда, в 2017 году анонсировали разработку нового стратега — перспективный авиационный комплекс дальней авиации, сокращенно ПАК-ДА. Разработку доверили КБ «Туполев». Первый полет анонсировали на 2025, а постановку на боевое дежурство к концу 20-х. Почти половина 25-го, если что, уже прошла, и пока известно лишь о постройке наземных образцов для испытаний и испытаниях двигателей. Так что в 2025-м ПАК-ДА вряд ли полетит. А сколько ждать принятия на вооружение — вообще отдельный вопрос. Кроме того, в 2018 году возобновили производство на Казанском авиационном заводе Ту-160М. К настоящему моменту построили прописью 2 штуки. Впрочем, и на том спасибо. С учетом таких темпов производства, практически любые потери стратегов являются практически невосполнимыми. И атака 1 июня, по идее, должна была бы заставить всерьез задуматься насчет того, что и с серийным производством стратегических бомбардировщиков тоже надо бы что-то решать. Особенно в ситуации, когда та же Европа, к примеру, вполне серьезно готовится к началу Третьей мировой войны в ближайшие десятилетия. Да вот только заставят ли, задается вопросом Монтян. На этот вопрос каждый уже может ответить сам. Я вот, например, не знаю. Ну и напоследок скажу, что истерика в Z-каналах продолжается, причем по самым разным направлениям. Хотите еще серию? Если да, напишите об этом в комментариях. Я говорю, там десятки страниц нытья, но я не знаю, насколько вам интересны такие объемы российской зрады. Если интересны, пишите, организуем триптих. Ну а с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго, пока.